В эфире телеканала Якутия-24, программа «Актуальное интервью». По данным статистики, в 2018 году в республике сократилось общее количество зарегистрированных преступлений на 3,7%. При этом возросло число тяжких и особо тяжких преступлений в среднем почти на 20%. Одним из самых тяжелых видов преступлений данной категории было и остается убийство. Почему сообщения СМИ о таких преступлениях стали для нас нормой жизни, как должна проводиться их профилактика и как не стать потерпевшим или же виновным по такого рода преступлениям. Об этом мы поговорим с гостем студии, начальником отдела по надзору за процессуальной деятельностью органов Следственного управления Следственного комитета России по республике Даниилом Думиновым. Даниил Станиславович, здравствуйте. Добрый день, Василий. Спасибо, что выделили время ответить на наши вопросы. Кем чаще всего совершаются убийства и что является для этого предпосылкой? Прежде чем ответить на данный вопрос, разрешите мне привести статистические данные по республике Саха-Якутия. По количеству зарегистрированных преступлений, предусмотрено статьей 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, это убийство. В 2018 году всего зарегистрировано 111 преступлений обозначенной категории. Для сравнения, в 2017 году данный показатель был равен 137. Кроме того, также необходимо вспомнить о другой категории преступлений. Это причинение тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть потерпевшего по неосторожности. Таковых преступлений было 66. В 2017 году данный показатель был равен 87. Полагаю, для того, чтобы сказать, имеется ли положительная динамика, либо отрицательная динамика по количеству преступлений обозначенной категории, необходимо привести более другие цифры, которые относятся к другому периоду. И в частности, я могу сказать, что в 2009 году количество зарегистрированных преступлений, предусмотренных статьей 105 Уголовного кодекса Российской Федерации как убийство, равнялось 211. И часть 4 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации, это причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшей смерть потерпевшего, равнялась 139 преступлениям. То есть мы видим, что практически за 10 лет удалось в 2 раза сократить количество преступлений обозначенной категории. Данная положительная динамика характерна не только для Республики Саха-Якутия, но и в целом для Российской Федерации. Так могу сказать о том, что в 2009 году на территории всей Российской Федерации было зарегистрировано порядка 18 тысяч преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Для сравнения, в 2018 году данный показатель был равен около 8 тысячам. То есть, да, действительно можем сказать о том, что динамика положительная имеется. Сейчас бы я хотел ответить на вопрос, кем чаще всего совершается убийство. Указанные преступления совершены 188 лицами, из числа которых 166 мужчин, 22 женщины. Иностранными гражданами совершено одно убийство, ПГ-2. Средний возраст преступников от 30 до 39 лет. В большинстве случаев преступники имеют среднее профессиональное образование, это 63 преступника, а ПГ-83. Но есть и люди с высшим образованием, это 18 человек. По социальному положению у 106 преступников отсутствовало постоянное место работы. В 2017 году это 125. И 15 являлись пенсионерами. Главным условием и предпосылкой совершения убийств это является совместное распитие спиртных напитков. Так, в состоянии алкогольного опьянения совершило преступление более 90% всех преступников. Находились в состоянии алкогольного опьянения, прошу прощения. Следует отметить, что более половины всех преступлений совершены лицами, ранее судимыми. Характеризуя потерпевших таких преступлений, можно отметить, что их общее число составило в прошлом году 182 человека. В 2017 году 222 человека. Из них 153 мужчины и 29 женщин. При этом более половины потерпевших в момент совершения преступления также находились в состоянии алкогольного опьянения. Значительное число преступлений совершены преступниками, которые ранее были знакомыми с потерпевшими. Это 85. В 2017 году 101. 28 являлись членами семьи и 6 супругами. По месту совершения преступлений большинство из них совершается в квартирах, в домах. Это 154 преступления. В 2017 году 200. И на улице совершено 23 преступления. В 2017 году 24. Более 120 преступлений совершены с использованием оружия или предметов, используемых в качестве оружия, а непосредственно с применением огнестрельного оружия 37 преступлений. В 2017 году 43 преступления. Таким образом, мы видим, что большинство преступлений у нас совершается в состоянии алкогольного опьянения после совместного распития спиртных напитков.
Ну, еще подытоживая вышесказанное, можно сказать, что среднестатистический преступник в этой сфере преступления является мужчиной от 30 до 40 лет и среднепрофессиональным образованием. А что вы можете сказать по раскрываемости убийств, в том числе и за прошлые годы? Ясно. Раскрываемость преступлений обозначенной категории – это, пожалуй, один из самых важных показателей работы в целом правоохранительной системы. Поэтому могу сказать о том, что по итогам 2018 года отмечается рост раскрываемости таких преступлений в целом против жизни и здоровья на 2,2% или с 87,2 до 89,4%. Так и по убийствам на 1% с 95,2 до 96,2%. По факту причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности, повлекшей смерть, в 2018 году удалось добиться 100% раскрываемости преступлений по данной категории. Напомню, что в 2017 году данный показатель был равен 96,6% общей сложности. Ну, могу также сказать о том, что вопросы раскрываемости – это в первую очередь вопросы взаимодействия между различными службами, которые так или иначе принимают участие в подобной, так сказать, работе. Вот, поэтому то есть это слаженная работа МВД, это Следственного комитета и прокуратуры. В качестве положительного примера могу привести деятельность на территории республики методического совета Следственного управления Следственного комитета, в состав которого входят сотрудники Следственного комитета, сотрудники МВД, прокуратуры. Данный комитет на постоянной основе рассматривает вопросы о раскрытии конкретных преступлений, в том числе совершенных в прошлые годы. Также оценит работу постоянно действующих следственных оперативных групп на местах. То есть, когда преступление у нас в районе республики остается нераскрытым, соответственно, материалы поступают в Следственное управление Следственного комитета, собираемся, проверяем материалы уголовного дела, вырабатываем дополнительные версии и прорабатываем дополнительные следственно-оперативные мероприятия и оперативно-розыскные мероприятия, которые необходимо провести для раскрытия данного преступления. Так могу сказать, что в 2018 году было 6 заседаний данного совета, на нем было рассмотрено 31 уголовное дело, и по результатам рассмотрения были выработаны определенные следственно-оперативные мероприятия, было раскрыто 8 преступлений. И в качестве такого яркого примера могу привести уголовное дело, которое было возбуждено в Нижнеколымском районе еще в 2002 году. И, соответственно, данное преступление на протяжении 17 лет, 16 оставалось нераскрытым. Было совершено достаточно дерзкое преступление, сопряженное с разбойным нападением, поэтому оно было квалифицировано по части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. И, соответственно, то есть, когда дело поступило в республику, здесь дополнительно изучили материалы, определили круг лиц, с которым необходимо отработать. Были установлены очевидцы совершенного преступления. В последующем было установлено лицо, причастное к совершенному преступлению, которое не признало вину в совершенном преступлении. И буквально в начале года состоялся обвинительный приговор. Человек был приговорен к 9 годам лишения свободы. Полагаю, что вот такие примеры, они наиболее ярко показывают именно уровень взаимодействия между службами, в частности МВД, Следственный комитет, прокуратура. Честно говоря, такого процента раскрываемости мы не слышали ни по одним преступлениям. Можно ли сказать, что убийства – это самые часто раскрываемые преступления? Я могу сказать о том, что убийство – это наиболее тяжкое преступление. И именно от процента раскрываемости можно в целом судить, как работает у нас правоохранительная система. Поскольку действительно мы прекрасно понимаем, что от убийства наступают тяжкие последствия, которые являются невосполнимой, то есть это утрата близких родственников, людей. Поэтому то есть эти преступления стоят на особом контроле, их раскрываемость и количество зарегистрированных преступлений. А какие меры профилактики данных преступлений являются наиболее эффективными, по вашему мнению? Ну, в первую очередь, мне кажется, все-таки одна из основных мер профилактики – это, пожалуй, наверное, неотвратимость наказания, когда лицо, совершившее преступление, не уходит от наказания, а несет справедливое, в соответствии с нормами закона, ответственность за совершенное преступление. Соответственно, то есть и при наличии такого процента раскрываемости люди, наверное, задумаются, что не стоит совершать преступления, поскольку они будут установлены и привлечены к установленной законом ответственности. Вторые меры профилактики – это все-таки в большей степени надлежащая работа всех органов системы профилактики, в которые входят в том числе прокуратура, МВД, Следственный комитет. И здесь, пожалуй, необходимо каждой системе работать в соответствии с требованиями и с нормами закона.
В МВД, то есть основная, то есть упор делается на службу участковых уполномоченных полиции, которые должны знать, что происходит в районе, должны знать лиц, которые ведут антиобщественный образ жизни, ну и, соответственно, то есть принимать определенные меры. Следственный комитет, его специфика — это расследование уголовных дел, и при расследовании, помимо, так сказать, других обстоятельств, которые подлежат доказыванию, Следственный комитет должен установить причины и условия, способствующие совершению преступлений. И при наличии оснований, то есть у нас выделяются материалы, когда мы видим, что ненадлежащим образом велась профилактическая работа в отношении лиц, которые не делали данную работу. А также направляются представления в органы для того, чтобы они совершенствовали деятельность, направленную на профилактику подобного рода преступлений. Вы довольно много сказали про ответственность. Какие вы можете привести примеры привлечения к ответственности по резонансным делам? И что следует знать гражданам и как следует себя вести, чтобы не подвергаться такого рода преступлениям или же того больше не совершать их самим? Ну, начну с того, что, во-первых, назначением уголовного судопроизводства является защита прав организаций, потерпевших преступлений. А второе, получается, это защита граждан от незаконного уголовного преследования и назначение виновным справедливого наказания. При назначении наказания бесспорно учитываются как смягчающие обстоятельства наказания, так и отягчающие обстоятельства наказания, которые прописаны в Уголовном кодексе Российской Федерации. Пожалуй, к смягчающим обстоятельствам наказания здесь бы я их разделил условно на две группы. Это касается непосредственно совершенного преступления, касается личности обвиняемого. Все, что касается совершенного преступления, это позиция лица к совершенному преступлению, то есть раскаивается на совершении преступления, помогает ли следствию в раскрытии данного преступления, изобличении других лиц и установлении имущества, которое было, предположим, то есть там похищено в ходе совершенного преступления. Все, что касается личности, это наличие на иждивении малолетних детей, то есть все это бесспорно учитывается. И данный перечень, он не является исчерпывающим. Что касается отягчающих обстоятельств наказания, то есть это наиболее распространен, это рецидив преступления. В ответе на первый вопрос я указал, что у нас большинство преступлений, более половины, совершается лицами ранее судимыми. То есть, соответственно, законодатель определил, что если есть данный признак, то человек должен нести более суровое наказание, нежели чем обычный человек, который ранее не совершал преступлений. Что касается ответственности, то ответственность по данной категории преступлений прописана в санкции статьи. Так, по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации ответственность начинается от 6 до 15 лет, по части 2 от 8 до 20 лет лишения свободы, либо вплоть до пожизненного лишения свободы. Что касается части 4 статьи 111, это причинение тяжкого вреда здоровью, по неосторожности повлекшей смерть, это до 15 лет лишения свободы. Денис Владиславович, к сожалению, наша передача подошла к концу. Спасибо, что выделили время ответить на наши вопросы. А я напомню, что вы смотрели актуальное интервью, и в гостях у нас был начальник отдела по надзору за процессуальной деятельностью органов Следственного управления Следственного комитета России по республике. Оставайтесь на нашем канале.